Мир вам, братья и сестры. Традиционно небольшое четверостишье. Кто ниже всех упал, тот выше всех себя в своих глазах возносит. Кто дьяволу слугою стал, у Бога тот прощения не просит. Вот, с Божьей помощью такой вот ножичек сотворили. Нужно плотно держится, как всегда, занимается одной рукой. То есть пальцем упираетесь и нож у вас в руке. Такой вот сам нож. И приступим к испытанию. Это вот рог лося. Ну, то есть кости специально рубить не стоит, потому что угол заточки очень острый, тут, наверное, градусов 20. Заточка в ноль, без подводов. Ножи делаю для того, чтобы ими резать, а не для того, чтобы ими рельсы рубить и так далее. Так, дерево показать. Дерево уже сухое совсем. Вот. И так режет, и тоненько тоже. Ну, можно и конкретно вот так вот, чтобы врезалось. Срезики гладкие. Так, что покажу сейчас. Бритье, хвостик забыл намочить. В последний момент намочил, ну не знаю, ну, вроде видно, что бреет. Ну и порезать, если надо, тоже. Даже вот сухую кожу. Так. По газетке показать. Вот. Двумя пальчиками буквально веду и режу до закончика. Примерно так. Нож рано или поздно затупится. Править его очень просто. Получается, большую часть плоскости дол занимает. И вот по этой плоскости со стороны дола, значит, ровный брусочек, наждачка. Такая, в автомагазинах она продается. Вот это 2500 грит. Это финишная как бы. Хотя можно там и камушками какими-нибудь водными там до 10 000 грит точить. Править, вернее, подправлять. И по плоскости она получается как по двум направляющим. Ездит. Он видно даже наждачку режет. Сейчас острый нож, это я просто показываю как. С обратной стороны только поправить слегка. Это можно и об кожу ножом делать. Вот. И смазывать надо клинок и ножны. Можно жиром каким-либо, жиром добычи, например. Но если надо, у меня есть такая смазка. Она и для оружия годится, и сам делаю. И обувь можно смазывать, и ножны, чтобы кожа влагу не брала и чтобы не пересыхала. Вот. Ножны из можжевельника, обтянуты хвостом крупного рогатого скота, растительного дубления, дубовой корой дубленые. Подвес тут видно, да, он целиковое кольцо. Вот так вот проходит. Вот. Снизу отверстие здесь для вентиляции клиночка, чтобы вода стекала. Это как бы дополнительная защита от коррозии. В общем, всего самого доброго. До свидания.